Пешеходный мост через реку Терек во Владикавказе, или как его неофициально называют, Горьковский мост, одна из главных достопримечательностей северо-остинской столицы, в этом году будет реконструирован. Такое решение приняли еще осенью предыдущего года в один из субботних обходов главы муниципального образования Владикавказа Махарбека Хадарцева. Мосту более полувека, и за это время он пришел в ненадлежащее состояние. Программой восстановления займется проектный институт Северной Осетии. В настоящее время не представляется возможным, и сейчас инженерное решение заключается в том, чтобы их подвесить и сохранить в таком виде, чтобы они не мешали в принципиальной работе моста, при этом они были бы эстетически приемлемы, и они не раздражали вот так взгляда этого моста, потому что такое пренебрежительное их состояние одновременно способствует коррозийности самих конструкций этого моста. К этой работе придется привлечь и профильные ведомства. Через мост проходят электрические кабели и водопровод, соединяющий левый и правый берега Терека. Кроме того, Горьковский мост – важнейшая пешеходная тропа. Как сказали в администрации города, полностью закрывать его не станут. Было принято решение со специалистами, в том числе с проектом, что закрывать будем половину моста, чтобы пешеходная связь не останавливалась, и так поэтапно будем двигаться вперед. То есть половину моста закрываем, половину приводим в порядок. Сложнее дело обстоит с трамвайным мостом, расположенным между улицей Пашковского и Маяковского. Памятнику инженерного искусства уже 110 лет, и находится он в аварийном состоянии. Напомним, что реконструкцию железобетонного моста планировали начать еще 3 года назад и даже оценили стоимость работ – 41 миллион рублей. Но тогда проект не был реализован. Сумма, которая потребуется на ремонт 2 мостов, еще неизвестна. Финансироваться работы будут из республиканского бюджета. Точную дату специалисты пока не называют. Тамила Хамицаева, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.